Никто из нас на самом деле не владеет культурой в целом. Мы владеем ею только фрагментарно. Так учили нас, так учим и мы, в соответствии с официальными программами. В школах, вузах и университетах мы готовим специалистов, а надо бы готовить просто интеллигентных людей. Василий Налимов. Здравствуйте! Очередной выпуск программы «Отрицание-отрицание» будет состоять из рубрики «Автограф». Свои автографы на память оставят художники 21 века, а именно учащиеся и выпускники гимназии искусств при главе Республики Коми. Этим юным дарованием, приехавшим из различных районов нашей республики и сейчас обучающихся на художественном отделении гимназии, можно от души позавидовать. Их педагоги Ирина Федосова и Павел Микушев – талантливые художники, творчески мыслящие личности. Их подходы к воспитанию и обучению детей нестандартны. Наглядным примером тому может служить этнофутуристический проект «Картуй», что в переводе с коми означает «дорога в город». Подробнее об этом проекте вы узнаете из рассказа искусствоведа Галины Самохваловой, которая познакомит вас с организаторами и участниками этого необычного действа. Посетителей администрации города Сыктывкара приятно удивляла выставка детских художественных работ, размещенная в холле этого здания. Она была открыта в самом конце зимы, во время проведения межрегионального фестиваля детского творчества «Сияние Севера». Экспозиция представляет этнофутуристический проект «Картуй. Дорога в город». О том, почему было выбрано именно такое название, рассказывает один из организаторов этого проекта Павел Микушев. Почему именно выставку мы назвали «Картуй. Дорога в город»? Дело в том, что, в общем-то, большинство наших детей, учащихся гимназии, они все приехали учиться из сельских районов. Тем самым, как бы для себя они совершили некую дорогу, некое путешествие в город. Вот. И когда мы искали название, думали, как назвать эту выставку, мы искали разные варианты и вот наткнулись на такую древнюю такую традиционную детскую игру, которая называлась «Картуй». Смысл этой игры заключался в том, что группа детей становилась в ряд, каждый ложил руку на плечо предыдущему, а первый ведущий, он как бы прихрамывая, волоча одну ногу по земле или по снегу, вычерчивал некую тропинку. Вот. Эта тропинка, она извивалась, могла возвращаться, закручиваться, поворачиваться, то есть вырисовывался некий лабиринт, что ли. То есть и игра шла до тех пор, пока не образовался некий замкнутый круг. Тогда они все как бы вставали в этот круг, и потом дальше вел игру следующий участник, допустим, ребенок. Вот. И нам вообще и смысл этой игры как бы заключался в следующем, то есть дети совершали некий путь, в общем, от реального как бы мира в мир предков, то есть вот некую связь прочерчивали между миром живых и миром предков. Вот. И вот замыкая вот эти круги, они как бы тем самым осваивали некую территорию, обживали ее и защищались от как бы таких враждебных, может быть, злых сил. Вот. И когда мы почитали вот об этой игре, нам показалось, что, в общем-то, наши дети, наши ученики, приезжая в гимназию, обучаясь у нас, работая, выполняя вот работы, так или иначе связанные и с мифологией, и с какими-то традиционными играми, они тем самым тоже совершают как бы некий путь в новую жизнь. То есть выехав от родителей, от дома,
переехав в гимназию, они вот совершают некую дорогу, и вот своими работами, обучением в гимназии, они как бы обживают это новое пространство. Данный проект этнофутуристический еще и потому, что, в общем-то, эта выставка показывает результат направленной работы педагогов с детьми, именно работ, выполненных по курсу. В общем-то, мы пытаемся внедрить в гимназии этнофутуризм как инновационное направление в художественном образовании и воспитании детей. Сейчас вы видите, как учащиеся гимназии искусств создают графическое пространство дома, в котором бы им хотелось жить, рисуя этнические мотивы – архаические, человеческие, орнаментальные. Дети уже имеют представление о том, что в мифологии мировое пространство делится на 3 уровня. Нижний – мир предков, теней. Средний уровень – среда обитания человека и всех живых существ. Верхний – небо. Этот процесс, который специалисты называют перформанс, в данном случае построение дома, предоставляет детям свободу творчества, что вообще характеризует стиль преподавания Ирины Вадимовны Федосовой, инициатора и организатора этого проекта. Ирина Вадимовна, расскажите, пожалуйста, о новых выставочных формах, которые вы использовали при построении экспозиции этой оригинальной выставки. Мы решили неожиданным образом представить детское творчество вот в этом этнофутуристическом проекте, причем в графическом решении. Черно-белое решение данных работ детских, оно не случайно в силу того, что оппозиция белая и черная, как свет-тень, как небо-земля, допустим, как добро-зло, жизнь-смерть. Эта вот оппозиция, она более всего раскрывает сложность вот темы, связанные с этносом, с мифами, с легендами. Она проще раскрывает эту тему и четче ее каким-то образом определяет. И детям гораздо проще работать в этой теме более глубоко, более интересно, прорабатывая какие-то и мелкие, и крупные планы. Что касается этого проекта, то в этом проекте мы попытались выдвинуть такие новые формы, как мифоконструкты, как инсталляция и перформанс. По вот таким формам работают в основном достаточно взрослые, серьезные художники, которые уже прошли какой-то путь. А с детьми работают мало, но любопытно было. По сути, это был эксперимент. И в этом эксперименте мы попытались посмотреть, понаблюдать за детьми и понять, на самом деле, возможно ли такое вообще в художественном образовании детей. Получилось так, что основой вот этих новых форм, инсталляции, перформанс, акции всевозможные, основой является игра. И через игру, потому что, в принципе, взрослые в этих формах каким-то образом через игровой момент себя выражают свои какие-то сны, мечты, какие-то такие вещи, которые невозможно выразить в плоскости, а можно выразить в пространстве и в объеме. И оказалось, что через игровой момент с детьми работать очень легко, и они выкладывают какие-то свои такие подсознательные, подвальные, какие-то глубинные моменты, связанные вот с этносом. Поскольку учатся у нас в основном сельские дети, которым очень близка вот эта природа, близки те какие-то некие генетические корни, близок и современный мир в том числе. То есть вот соединение, современная игра, связанная с какими-то традициями, с некими традициями, она привела к тому, что стали получаться работы достаточно любопытного строя. Что касается вот конкретных моментов, скажем так, инсталляция, то это такая живая, подвижная композиция, имеющая определенный художественный образ. Это новая форма для детей, то есть она объемно-пространственная. То есть дети могут позволить себе выкладывать маски, каким-то образом
создавать костюм, создавать образы, протягивать это пространство, соединять ниточками, осколками, каким-то образом восстанавливать и дизайнировать утварь. То есть это все получается игровой момент, как бы в игре, и им это безумно интересно. Вообще все эти формы, они к тому же еще нанизаны на результат не как итог, картинка, и как идея, результат некой идеи, а как идея, которая разворачивается в процессе. Вот для многих детей важен сам процесс на самом деле. Что касается перформанса, то это действие, которое спонтанно, психологически не определено. То есть как бы есть идея создать дом, чум, в котором ты можешь жить или кто-то будет жить. Но дети, ни преподаватели, ни взрослые, ни зрители не знают, с чего это начинается и чем это заканчивается. И в этот момент, выстроенный на неких случайностях, в которых, в принципе, проживает человек, поскольку он все равно проживает в некой культурологической среде, и у него все равно существует некий эстетический, визуальный запас, в итоге, выкладываясь в перформанической игре, выкладывается некий художественный образ. Хотим мы этого или не хотим, потому что само действие, оно диктует некий ритуал, создание некого образа. Асвіщені скили чіпсем, корцем, та я ічет зон поснілен ворцем, на яком-то котра ленила, на ланширам панагила скула. Бутон пічеsto діс липтала магатся, коть повіди, он і кушти таться. Мі погорща шонди іслен піян, юго двіж перене чужим ясним міян. Пиш'єм, маме дуже в нас чукти, юдра те он шивкать юкти. Мам, ен шокші, мі весна ен бърд, шонди лечас, да й воам быр. Он котра лиш там, йома туиш ворсам, джипшам, сиша ода мыды скоршам. Асывшені скыла чипсом, горзом, та я ичет зон поснилен ворсам. Тема стихов юного поэта Дианы Расовой, принимающей участие в этом необычном действии, навеяны сюжетами художественных работ, которые представлены в этой экспозиции. Конка ылен, вырыска не томна, чипан кокяс вылен, олы сотна съема. Силен эми верес, турон тошка вырса. Студес ез верес, буравиче вырса. Налан пиес васа, ола ичет гыптен, айса кочет ваен, кишкавны перчыкте. Чоес чери быжа, мичана кодер, та ставы сытлайн, лоя щемя котер. На занятиях по тематике «Свобода, спонтанность, творчество» педагога Ирины Вадимовны Федосовой учащиеся выполняли коллективные творческие работы. Юные художники должны были не только философски подойти к художественному образу, но и технически воплотить его согласно собственным представлениям. Оля Малыгина и Вика Еременкова – выпускницы гимназии искусств при главе Республики Коми, а ныне учащиеся лицея педагогического колледжа номер 1, помогли нам разобраться в инсталляции «Семья». Эта работа сделана не просто на плоскости, а в пространстве. Она называется «Семья». В нее входят мама, папа, подросток и маленькая девочка. Это процесс работы сам по себе очень необычный. Когда мы ее делали, было очень интересно, и поскорее хотелось увидеть, как она получится. Летящая мама как бы охраняет семью. Ее делала Настя Вологжанина. Она очень необычно выполнена в батике, обнаженная. Лица мамы, папы, ребенка, дочки сделаны из бумажной пластики. А что именно ты сама делала в этой композиции? Я делала папу. У папы образ очень необычный. Мы взяли, расписали ему ботинки, и чтобы соединить костюм с ботиночками, прицепили гольфики, носочки, и написали на них его пожелания. Также из Жмаковинской песни мы нашли для него стишок.
А раньше-то я не знал, до 22 лет, что вкусная значит еда, что такое питье вкусное. А теперь-то чего только нет. Раньше в одежде заношенной ходил, в обутках стоптанных, да на старость себе заработал, жизнь хорошую. Долго еще жить буду, сердце мое радуется, душа милая тешится. Что захочешь теперь обуешь, что понравится, то и наденешь. Все образа семьи, отдельных их членов очень необычны. И чтобы сделать их такими, нужно каждому свою деталь придумать, чтобы это подчеркивало их. Например, мальчик, он двуликий. В семье у него две маски. В семье он правильный, послушный, а на свободе, на улице со своими друзьями он совсем другой. Он ведет себя по-другому. И вот это попытались мы сделать, как бы двуликим. Также девочка, она очень, как обычные дети, очень веселая, прыгает на скакалке, с ней рядом окружают ее игрушки. Этнофутуризм, как направление современного искусства, родился в Эстонии в 1993 году и сейчас активно развивается в финно-угорском мире. Этнофутуристы самовыражаются в космогонических сюжетах и образах, мифологической игре, орнамента и алфавита. Для них характерна архетипичность мышления, символическая образность, полисемантичность пространства. Своеобразной иллюстрацией к сказанному является другая коллективная творческая работа «История книги зашитая». Первая страничка состояла на 3 языках. На английском «This is the winter», на русском «Это зима» и на коми «Таэтев». Все это было заключено в большом снежном коме. Сначала мы рисовали птиц, яйцо, затем мы рисовали круги и треугольники и квадраты. Круг — это у нас было что-то женское, мы это к девочкам относили, а квадраты, треугольники — это было с углами и как бы к мальчикам. Мы повернулись спиной к картине и на картине написали свое имя. От моего имени осталось только «Тя». Затем нам наш учитель задал домашнее задание — придумывать разные интересные предложения о снеге. По этим предложениям мы составили свой текст и написали его на свой лист. Затем, когда мы все сделали, мы клеили паспорту. На последней странице мы каждому из нашего класса ученику придумали свое как бы сказочное имя, хохотушка вот, и составили все эти имена в кроссворде. Вот такая у нас получилась зашитая книжка. Настя, расскажи о своей картине, которая зашита у тебя тоже в эту книгу. В этой картине я выражала тоже снег, как я его вижу. Я рисовала паутину, потому что мне представились снежинки, вот эти тоненькие снежинки, которые летают в небе. Вот мое имя тоже там было, но я как бы его закрыла всей этой паутиной. У меня его там не оказалось, потому что оно у меня закрыто снежной паутиной. Работать было очень интересно, и удовольствие от этого получали мы. Вот мы рисовали всякие точечки, пятнышки, как-то обводили их, выводили. Получалось, сами не знали, что у нас получится, просто ляпали. Вот, как будто снег как падает, он ведь тоже не знает, что у него получится. И мы также и рисовали. Оля, расскажи, пожалуйста, о своей картине, которая тоже вшита в эту книгу. На моей работе уже начало весны, конец зимы. Уже капель началась, и на ней изображено уже, как сказать, птица в виде облака, с которого падает последний снег уже, который должен растаять. Потом это уже сумерки. И там
Я работала с этим, получала от этого удовольствие, мне это нравилось. И я даже не знаю, как я себя чувствовала в радости. Конечно, были и горести, когда не получалось. Но все-таки у меня, как вижу, я получилась, и все отлично. Работала я больше всего я работала со шрифтом. Он у меня как получился, но я и стирала, и заново перекрашивала. Все-таки он у меня получился. Я написала: «Снежная птица заплакала сосульками, весна ворует зиму глазами. Дети, не ешьте снег, а то кончится зима». Этот текст мне помогли написать мои девочки. Конечно, я сочиняла долго, но не могла. Но девочки мне помогли, спасибо им. Как традиционные, так и альтернативные направления развития национального искусства в образовании должны воспитывать творческую личность. Проникновение этнофутуристических идей в процесс художественного образования – это определенный взгляд на обучение как подвижную структуру, в основе которой этнография детской души. Постоянное погружение детей в этнофутуристическое состояние творчества является характерной особенностью занятий педагогов Ирины Вадимовны Федосовой и Павла Георгиевича Мекушева. Этнофутуристический проект «Картуй» привлек внимание этнографов, историков, художников. Мнения противоречивые. Леонид Сергеевич, эта выставка оригинальная. Она, естественно, вызывает разные впечатления и разные разговоры. Вот какое ваше личное впечатление об этой выставке, об всей этой экспозиции? Ну, мое впечатление, во-первых, крайне положительное. Я вижу в этой выставке начало какого-то нового этапа вообще выставочной деятельности в нашем городе. Могу пояснить, почему я так считаю. Во-первых, потому что она интересна тем, что здесь представлены как бы два слоя восприятия проблемы. Работы детские, но сама идея организации и композиции во многом сделана преподавателями. И вот их творческая часть и их творческий вклад заключается в том, что они смогли это представить и осмыслить. А каждый ребенок, насколько он смог, настолько выразился в каком-то конкретном экспонате. Еще она хороша тем, что это не специально подготовленные для выставки работы, а работы, сделанные в процессе учебного процесса, в процессе учебы. Это обычные занятия, ежедневные. И вот они таким образом скомпонованы, производят впечатление единой, связанной определенным сюжетом композиции. На мой взгляд, это очень здорово. Тем более, что авторы смогли взять достаточно редких два направления. С одной стороны, попытку современного осмысления народного эпоса и привязки вот именно к исконным корням. Это первая особенность. А второе, то, что это сделано все в графике, в основном в черно-белой графике, что само по себе довольно редко и для взрослых художников, тем более для детей. Сделано все достаточно оригинально, и мне она очень нравится. Важным элементом обучения является творческий диалог художника-педагога и учащегося, композиционно-стилевое сотрудничество. Итогом сотрудничества становятся совместные выставочные проекты. С одним из них, этнофутуристическим проектом «Картуй», мы познакомили вас сегодня, а юные художники, участники выставки, оставили свои первые в творческой жизни автографы.